Единственная женщина в мире, исполнявшая сальто морали на ходулях, отметила 65-й юбилей. Но заслуженная артистка цирка Людмила Авершина встречает гостей в инвалидном кресле. История жизни легенды цирка и сокровенные желания знаменитой уфимки в следующем материале. Каждую блесточку пришивала я сама, своими пальчиками, своими ручками. Камушки мы все это покупали. Все это, конечно, доставали в Москве. Яркие ткани и много блеска. Людмила Авершина – заслуженная артистка цирка. Единственная женщина в мире, исполнившая сальто-мортале на ходулях. На ее счету огромное количество трюков без страховки. Хрупкая и отважная артистка отметила свой 65-й юбилей. Цирком она загорелась еще до войны и занималась акробатикой. Позже ее приняли в цирковой ансамбль. Но один из самых рискованных прыжков для артистки стал последним в ее карьере. Несчастный случай произошел в 1983 году. Двухметровые сценические ходули сменило инвалидное кресло. 28 лет она просидела в квартире на 8-м этаже, будучи прикованной к коляске, лишь раз в год выходя из дома. Никому не пожелаешь такой жизни. Это очень тяжело. Проживать каждый день, когда в любой мелочи ты нуждаешься в помощи постороннего человека. Снимки, награды и концертные костюмы – все это теперь лишь напоминание о сценическом прошлом, когда артистка вместе со своими товарищами покоряла купол цирка. Фотографии выцвели, наряды потрепались от времени, но неизменной осталась крепкая дружба артистов. В этот день они вновь собрались с прежним составом, чтобы поздравить свою подругу. С цирком связана, можно сказать, вся молодость. Конечно, нам было очень весело в студии. Студия – это вообще золотая пора. Как мы ездили и купаться выходили. Мы очень дружные были. Коллектив очень дружный. Когда ездить начали, детки стали всех рождаться. Это же все настолько интересно. Как признается сама Людмила Васильевна, самый счастливый момент в ее жизни – день рождения единственной дочери. Именно Наталья перевезла маму в новый дом. Сделала для нее террасу, чтобы она могла хоть иногда бывать на улице. Но в ее положении это практически невозможно. Обычные автомобили не позволяют женщине передвигаться по городу. В 2004 году для Людмилы Васильевны был выделен специальный автомобиль. Но он так и не доехал до артиста. Москва, наш главподдержка Росгосцирк, Российская государственная цирковая компания, дала разрешение еще в 2004 году, да, чтобы ей выделили автомобиль. А Башкирия до сих пор молчит. Понимаете, это обидно. Иногда по телевизору смотрю, и просто удивляюсь, восхищаюсь, что это есть на самом деле. Именинница мечтает посетить театр, послушать живую музыку, просто сходить в магазин. Но пока простые для других людей желания остаются для нее лишь мечтами. Несмотря на выпавшие испытания, дух ее не сломлен. И Людмила Васильевна надеется, что желание, загаданное сегодня, к следующему дню рождения все-таки исполнится. Айгуль Резяпова, Полина Максимова и Газиз Валитов. Новости Уфа.